Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Огромное вам всем спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие теплые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Как высшие силы видят вашу ситуацию и чем они вам помогут, что посоветуют, что для вас сделают. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, как высшие силы видят мою ситуацию, что подскажут, чем помогут. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так, мои дорогие, здесь ситуация противоречия внутри человека. Человек запутался, я бы даже сказала, окончательно запутался и не знает, что делать, как выбраться, как разрешить, либо справиться, да, со всеми теми сложностями и трудностями, которые просто свалились в один момент на голову. Значит, смотрите, что происходит. У вас есть, конечно же, бесспорно желание выбраться. Вы все для этого делаете, все, что можете и даже не можете. Но при этом у вас еще очень много каких-то внутренних, да, вот этих страхов, зажимов, комплексов, и сами с собой конфликтуете, понимаете? Вроде как у вас посыл хороший, да, я хочу, я стремлюсь, и тут же вы начинаете садиться, уходить в печальку, в тоску, может быть, какие-то панические атаки на вас нападают, и вы вот прям уже рыдаете, да, от того, что вот такие сложности есть, и справиться с ними практически невозможно. Знаете, одна рука у вас накачанная, такая мускулистая, а вторая очень такая слабенькая и неподвижная. Вот если образно сказать. Смотрите, почему у вас не получается. Почему у вас не получается преодолеть вот этот сложный период жизни. Вы слушаете не тех людей и получаете не совсем ту информацию. Вы такой человек, да, махровый оптимист. Вы не сдаетесь. Но при этом вы и не пытаетесь радикально, да, что-то сделать либо решить. Смотрите, вам высшие силы говорят, что мы тебя видим, мы тебя слышим, мы все знаем про тебя. Мы знаем, как тебе помочь, и мы тебе посылаем возможности и шансы. Но ты же их не берешь, ты же их даже и не рассматриваешь, а как можно тебе помочь? Смотрите, девочки, есть такая история, да, про человека, который мечтал выиграть в лотерею. И каждый день он молил Бога о том, чтобы получить этот выигрыш. Умолял, рыдал, выпрашивал. И шли года, да, не дни, года уже шли. И в один момент этот человек в порыве отчаяния говорит: Боже, ну почему ты так со мной поступаешь? Почему не даешь мне шанса? И Бог ему ответил: я даю тебе этот шанс, он твой, но ты хотя бы пойди и купи этот лотерейный билетик. Вот у многих из вас вот та же самая ситуация, понимаете? Я вижу, что вы стараетесь, вы пытаетесь, но вот вам остается буквально там, да, всего ничего, да, 5 минут, либо там 1 сантиметр, вы не заделываете, понимаете? Вы опускаете руки, уходите в тоску. Вы очень сильный человек, реально очень сильный. И ваша жизнь у многих — это не жизнь, а история борьбы, сопротивления, выживания даже у кого-то. Но вот, знаете, не хватает чего-то. Вот прям последнего рывка этого не хватает. Да? Здесь, милые мои, нужно трезво посмотреть на ситуацию, на свои
усилия, что делаете так, чего вы не делаете. У вас, я вижу, есть возможность вырваться из этого колеса сансары и получить то, о чем желаете. Понимаете, есть, но вы, одним глазиком смотрите, понимаете? Один глазик в одну сторону смотрит, другой в другую. Смотрите, у вас на ближайшее время будет какое-то столкновение с человеком, который вам что-то расскажет, типа похожее на вашу историю. Может быть, это будет даже ваша история, но которая случилась с кем-то другим, да? И вы, выслушав ту историю, вы поймете, где вы не правы, либо что вы делаете не так. Вот этого человека вам пошлют высшие силы, он будет посланником. Не случайно вы с ним встретитесь, не случайно у вас этот разговор случится. Вы не делаете для себя. Если бы вы сами себе проговорили всю свою историю, вы бы поняли, где у вас там узкое место. А так вам пошлют человека, который об этом расскажет. Это первый момент. Второй момент. Здесь у вас счастливая звезда выпадает. Это звезда любви, понимаете? Это про любовь все-таки история. Здесь вам идет человек, либо он уже есть в вашем пространстве, который вас очень любит. Но по каким-то причинам ваши отношения, они либо несостоятельны, либо в принципе у человека есть какие-то ограничения, он не может быть с вами, либо предложить вам чего-то вот серьезного, того, чего вы заслуживаете. Этот человек может быть вашим начальником, этот человек может быть даже каким-то, я не знаю, мужем вашей подруги, либо родственницы, либо, в принципе, да, каким-то женатым человеком. Вот этот мужчина, он знает о вашей ситуации, и у него кровью сердце обливается, когда он понимает, что ничего для вас сделать не может. Значит, этот человек не выдержит. И я вижу, что со стороны этого человека будут какие-то тайные действия, которые будут призваны вам помочь. Понимаете, что произойдет? Вы получите помощь оттуда, откуда не ждете. И вы никогда не узнаете, кто вам помог. Я вам говорю, что вам поможет человек, который вас любит. Подтасует данные, не знаю, кого-то там наймет, подкупит, договорится с кем-то. Но ваши вопросы и проблемы, они начнут решаться. С одной стороны, я вижу, высшие силы помогают, а с другой стороны, поможет тот, кто вас втайне безнадежно любит. Хотите верьте, хотите нет. Даже если вы дама уже благородного возраста, все равно, девочки, вот есть такой человек, вы его видели однозначно, вы смотрели ему в глаза, у кого-то прям общение было, есть, вы знаете этого человека, но вы никогда не узнаете о том, что он к вам испытывает. Нельзя об этом говорить. Да? Вот так сложилась жизнь, так сложились обстоятельства. Этот человек вам поможет. А у кого-то из девочек отыграется так, что вы знаете, да, что этот человек вас любит, но вы его не любите, и вы ему об этом говорили. Значит, этот человек вам все равно поможет, потому что ему важно, чтобы вы, его любовь всей его жизни были счастливые, и не лили слезы в подол, и не переживали какие-то страшные обстоятельства, либо лишения в своей жизни. Человек поможет как-то тихо, да, не будет там себя в грудь бить, да, и с бубном плясать, что вот смотрите, какой же я герой, рыцарь-спаситель, вот я тебе помог. Нет, это будет какая-то очень аккуратная, точечная, но очень эффективная помощь от этого человека. Значит, девочки, любовь вас спасет. И, конечно же, высшие силы. Высшие силы, понимаете, конечно же, они все сильные, но в нашем материальном мире правят немножечко другие энергии, и чудеса не случаются. Но ваш случай, он не настолько запущенный, запутанный и страшный, чтобы вам явить чудо. Поймите, не обижайтесь на высшие силы, просто поймите, что вы сможете справиться сами. И высшие силы знают, что вы можете справиться. Плюс смотрите, какой у вас замечательный есть помощник. Слушайте, если ваш вопрос касался денег, либо имущества, либо каких-то, может быть, материальных благ, значит, смотрите,
вы, скорее всего, потеряли очень много, либо очень много должны еще кому-то отдать, вернуть, не знаю. То есть какое-то обременение очень сильное на вас висит. Вам высшие силы направят очень сильный источник финансовый. Но этот источник, он все-таки, его нужно будет добыть. То есть вам будут идти предложения по работе, по каким-то возможностям заработать, подработать, как-то, вот знаете, продвинуться именно в рабочей сфере. Там вы будете от высших сил получать помощь, соответственно, у вас будет больше денег, больше возможностей, вы сможете порешать все эти свои проблемы. Может быть, у кого-то даже несколько будет подработок, работ. И, кстати, это будет для вас очень хорошо и полезно, потому что одна из этих подработок, либо каких-то дополнительных работ в будущем станет ключом к вашей богатой, стабильной и счастливой жизни. Здесь, знаете, как-то вот с умом как-то мудро высшие силы вот подходят. Да, они ну вот не делают так, что вот на, держи, реши свои проблемы и дальше живи как хочешь. Нет, здесь вы, возможно, чему-то новому обучитесь, либо получите какое-то новое ремесло, которое, распробовав, поймете, да, что это ваше. И эта работа будет не только доставлять вам материальное благополучие, но и ну, как душевное наполнение. Да? Вы будете понимать, что занимаетесь своим делом. Для тех, у кого в любви проблемы, сразу хочу сказать, что между вами все-таки стоит человек. Вот, посмотрите, да, вот женщина, вот мужчина, и между стоит человек. Значит, смотрите, что бы сейчас ни происходило, может быть, мужчина ушел из семьи, может быть, мужчина никак определиться не может, да, чего хочет, с кем хочет, значит, морочит голову. Здесь однозначно все случится по справедливости. Здесь высшие силы говорят, будет справедливость. И справедливость, она будет общая. То есть не конкретно для вас, а конкретно для всех участников этого, например, треугольника. Здесь, кстати, треугольник может быть и не только с соперницей, но и, например, там, с одной из родительниц, да? То есть с мамочкой, либо там, с какой-нибудь бабушкой, да, бабулечкой, с кем-то вот из ну, как женского, да, либо если вы, например, мужчина, то, может быть, между вами даже ваша теща, например, стоит, да, разглядев в вас какие-то негативные черты, либо, в принципе, боясь, да, вот ревнуя, что вот моя доченька, да, от меня отдалилась, отделилась, на этого мужика залипла, как же я буду жить, да. Она, ревнуя, начинает разбивать ваши отношения. Смотрите, здесь будет вселенская справедливость. Достанется всем, честно говорю, но достанется по заслугам. Кто на что был готов и кто что делал. Вас эта справедливость, я вижу, что не обделит. Вот видите, над вашей головой здесь идет все-таки чаша полная. Над головой мужчины тут такая маленькая чашечка идет. Ну, а над головой этой соперницы здесь просто молния, грозовая вот эта молния, да, значит, ей достанется больше всего неприятностей. Я вижу, что вы, вот вы, как бы ни сложилась ситуация, да, какие бы обстоятельства ни приключились, я вижу, что вы выиграете. Даже если вы расстанетесь с этим человеком, все равно вы выиграете, понимаете, это будет благом для вас. Может быть, сейчас это будет больно, и вы не поймете, но пройдет время, вы поймете, понимаете? А может быть и наоборот все сложится, что вы с этим человеком уже сойдете, соединитесь, растетесь в единое целое. В любом случае тут высший суд будет над вами, и справедливость будет действительно вот именно по заслугам, да, по деяниям, по заслугам, по мыслям идти. Следующий момент. Люди, которые пытаются что-то создавать, развивать, не знаю, строить, может быть, созидать что-то, да, но вроде как бы ничего плохого вы не делаете, но вам какие-то все время перепоны идут, да, вот какие-то барьеры, какие-то сложности, трудности. Причем такое впечатление, что все хотят вас, ну вот я не знаю, там, укусить, да, вот такое уже ощущение. И вы не понимаете, да, ну как так? Я вроде там не криминальный элемент, вроде все делаю честно и правильно. И такое впечатление, что я там самый страшный преступник, вот все прям за мной ходят, всем что-то надо, и каждый пытается где-то меня обидеть. Смотрите, мои дорогие, здесь виноваты ваши какие-то завистники либо конкуренты на самом деле. И
Да, это очень несправедливо, но вы должны это пережить и научиться быть более, что ли, не знаю, неправильно, не сильным, а уметь защитить себя, да, и постоять за себя. Вам по судьбе огромный бизнес иметь, либо какое-то дело всей вашей жизни, где будут крутиться очень большие деньги, очень большие возможности вам будут открыты. И сейчас ваша ситуация — это всего лишь ваше обучение. То есть вас учат быть сильным, смелым и решительным человеком. Для того, чтобы в будущем вы смогли не надорваться, имея такую огромную, ну, как может быть власть, да, либо огромный капитал в ваших руках будет сосредоточен. То есть, чтобы вы в будущем чувствовали себя более свободно и легко могли принимать решения, либо выходить из затруднительных ситуаций. Значит, здесь однозначно, здесь какой-то очень профессиональный человек попадется вам совершенно случайно. Это может быть вообще случайное знакомство где-нибудь там в кафе, может быть, не знаю, у кого-то дома, да, среди там родственников, вот вам будет представлен какой-то невероятно профессиональный человек. Этот человек возьмет ситуацию в свои руки, даст вам невероятно дельные советы, не знаю, научит вас чему-то. То есть человек действительно вас, ну, как подтолкнет, понимаете? Ну а дальше я вижу, что вы сами все будете делать и всего добьетесь. Мои милые, какая бы проблема у вас ни была, с чем бы вы ни пришли на эту отсыпку, вы должны понимать, что вас ждет успех. У вас здесь трезубец вышел, видите, такая вот, ну, как вилочка. Это очень хороший знак. Это знак победы, это знак плодородия, это знак увеличения, привлечения, улучшения. Знаете, вот решится ваша проблема, какой бы сложной она ни была, о чем бы сейчас ни шла речь, у вас все решится, все получится. И этот трезубец символизирует вас, высшие силы и посланника, да, то есть человека, который вот сослужит вам службу, поможет профессионально, либо по-дружески. То есть получается три силы в одном у вас будут. Благодаря вот этому сочетанию сил и возможностей вы выйдете из этой ситуации, причем выйдете победителем, чего я вам искренне и желаю. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.